Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Все мы знаем Бузуртанова как фальсификатора и сказочника, который занимается искажением и подменой истории чеченского и ингушского народа. Ко всему этому надо добавить, что Бузуртанов является большим авторитетом для многих ингушей, которые постоянно ссылаются на статьи и высказывания Бузуртанова как на надежный источник. Мы много раз разоблачали ложь Бузуртанова, показали народу, кем является данный человек на самом деле. Но несмотря на это, многие закоренелые чеченоненавистники продолжают ссылаться на псевдоученого. Давайте сначала послушаем, что говорит Бузуртанов. Просто начал проверять. Оказалось, знаете, что ни у Услара, ни у Шифнера, которые первые записывали чеченский язык, нету термина для трупа. Да, нету. О том, как этот человек, называющий себя историком, мог такое пропустить, мы говорить не будем. Либо Бузуртанов вообще не изучил работу Услара, либо он намеренно лжет в надежде сделать невозможное возможным, а именно заявить, что чеченский язык произошел от ингушского языка. А ведь сам этот Услар, про которого говорит Бузуртанов, отнес ингушский диалект к чеченскому языку, что очень сильно не понравилось Бузуртанову. Барон Петр Карлович Услар. Этнография Кавказа. Чеченский язык. В своей работе Услар приводит рассказ с уст одного чеченца на чеченском языке, потом делает перевод на русский. Там же, в качестве обозначения покойника, применяется исконное чеченское слово «даг». Как мы видим, в работе Услара под названием «чеченский язык» есть термин для обозначения трупа. Бузуртанов в очередной раз доказал свою некомпетентность в подобных вопросах. Более того, у нас есть еще одна работа того же года, о котором говорил Бузуртанов. Там же указывается чеченский термин «даг» для обозначения трупа. Что на это скажешь, Бурзик? Завершая наш ролик, просьба к нашим зрителям подписаться на наш канал, ибо большинство зрителей смотрят нас без подписки. Этим вы даете нам мотивацию работать и разоблачать всяких псевдоисториков.